Патриот, учитель и поводырь тысяч мусульман. Каким мы его запомним? Запомним ли? Яракский. Здравствуйте, я Ханжан Курбанов, и это моя ремарка. Как мы увековечиваем память таких людей? Названием улиц? Изучением его наследия? Возведением мемориалов и музеев? Воплощением его идей в жизнь? На большинство этих вопросов в случае с Яракским, к сожалению, пока мы отвечаем отрицательно. Нет. Известный ученый Ахед Агаев, который досконально изучил его жизнь и деятельность, называл учение Яракского философией совести. И вот что он пишет. Между тем, дело и учение Яракского Магомеда преданы забвению, а наиболее невежественные ценители национально-духовного наследия отводят ему роль реакционера и мусульманского фанатика. Но он, к счастью, вошел в отечественную историю, в историю интеллектуального процесса, как великий глашатай свободы человека, независимо от вероисповедания, национальности и подданства. Он первый в мусульманской религиозно-философской мысли провозгласил лозунг свободного человека. «Мусульманин не может быть несвободным», провозглашал яракский шейх. Но первейшая свобода человека – это освобождение от материальной зависимости, от подчинения страстям, нафсу, низменной природе. Эта свобода дается человеку тяжелее всего. Ислам – это одна из традиционных духовных систем, помогающих освободить человека от засилия главного инстинкта – алчности. Алчность – злейший враг венца божественного творения. Помните, как в Коране сатана пугает вас бедностью и наущает мерзости. Яракский боролся прежде всего за сохранение той системы, которая помогает человеку быть и оставаться человеком. Это главный посыл его философии – философии совести. На пути к этой философии не должно быть никаких преград, ни географических, ни геополитических, ни этнополитических. Яракский не знал границ национальных. Его учениками были представители лезгин, и аварцев, и лакцев. Он останавливался и находил убежище и в Табасаране, и в Балахане, и в Игале, а земную жизнь завершил в Сагратле, где учился в молодые годы. Его наиболее известные ученики – имамы Дагестана и Чечни Шамиль и Гази Мухаммад. «Не должно быть феодальной зависимости и засилия ханов», – учил Яракский. В современном звучании не должно быть глав муниципалитетов, которые возомнили себя ханами и беками. Понятно, что для народа такая политическая гордыня чревата. Каждый раз, когда местный хан, то есть глава, начинает мнить из себя нечто надзаконное, ему нужно объявлять войну прокурорскую, следственную, правовую. А если совсем зажрался, подключать маски-шоу. Яракский показал, каким должен быть дагестанец. Свободным от национализма, трусости, гордыни, алчности. Последнему смертному греху человек не должен позволить давлеть над собой, определять свою линию поведения. Нельзя делать алчность субъектом принятия решений. Опасно, когда эти решения касаются не одного человека, а общества и государства в целом. Философия Яракского – это духовная прививка и от коррупции, потому что человек не может избавиться от нее, если считает, что эта земная жизнь единственная и окончательная его субстанциональная стоянка. Эта жизнь лишь экзамен, проверка, голограмма божественной вечности. Кто понимает эту суть, никогда не будет надеяться на эту жизнь, а тем более ввязываться в сомнительные схемы и хитроумные аферы. Никакие законы и превентивные меры не способны сдержать человека от искушения деньгами, особенно если они в шаговой доступности, к примеру, в бюджетной корзине. А ты тот, кто определяет куда, сколько и кому. Второй столб учения Яракского зиждился на постоянном получении и обновлении знаний и профессионализме. Человек малограмотный и малообразованный не должен быть отцом нации или находиться в политической элите. А если он еще и не сдержан духовными принципами и границами, Божьим страхом и стыдом, то такого человека нужно гнать из правительства, ибо он своими действиями может здорово навредить обществу, что в принципе и происходило в Дагестане все эти годы. Коррупция, которая алчность, и малограмотность, которая вопиющий непрофессионализм. То, что жрало плоть Дагестана на протяжении четверть века. Яракского надо учить в школах и университетах, а его призыв к освобождению впитывать с молодых ногтей. К сожалению, память об ученом и духовном лидере Мухаммаде Афенди из Ярага известна только вкупе с образом Шамиля и Кавказской войны. Вот остался известен тем, что объявил России джихад.
Вот и вся память о великом наставнике. Но, во-первых, борьба была объявлена системе, а не стране. Именно после Кавказской войны Россия начала движение к демократическим ценностям. Вспомните хотя бы отмену крепостного права. Во-вторых, Яракский оставил неизученное и пока не понятое широкими слоями мусульман наследие, где главные философские метки – это совесть, порядочность и освобождение от материально-земных пут. Повторю и здесь свое предложение, высказанное мной на форуме. Увековечить память великого муршида и ученого мемориалом Яракского в селении Верхний Ярак, который бы объединил башню-музей, мечеть, Кунацкую и стал бы объектом религиозного и культурно-исторического туризма. Это нужно не только для Магарамкентского района, не только для Лезгина, а для всего Дагестана, всего Кавказа, как благодарность за нашу и вашу свободу, за нашу и вашу безопасность, в том числе религиозную, культурную и общественно-политическую. Гордость за великого предка должна быть осязаема, ну а самое главное, вклад в строительство мемориала позволит нам доказать, что мы готовы оставаться интернационалистами, порядочными профессионалами и готовы оставаться людьми.